Первый день осенней призывной кампании начался с возложения цветов к мемориалу погибших воинов в парке боевой славы в Сухуми. Затем призывники направились в республиканский призывной пункт для прохождения медицинской комиссии. Все, не понимая, что нужно отдать долг родине, и по собственному желанию идут на службу в армию. Надеемся, что мы пройдем эту медкомиссию и будем служить своей родине. Мы готовы ее защищать при любых ситуациях. И мы рады, что мы здесь находимся. Мы все хотим служить и будем это делать с честью, с достоинством. Я думаю, это каждый должен отслужить. Как бы учиться это хорошо, да, пойти, но легче как-то, думаю, лучше отслужить, а потом уже спокойненько учиться и заниматься своими делами. Призывники проходят визуальный осмотр сразу у нескольких врачей – окулиста, терапевта, отоларинголога, невропатолога, психолога, хирурга. И по итогам обследований на основании уже имеющейся медицинской документации, а также по результатам осмотра каждый специалист дает оценку состояния здоровья призывника. А уже по результатам медицинского освидетельствования в письменной форме оформляется комиссионное заключение о годности юноши к военной службе. По словам председателя врачебно-призывной комиссии Аслана Джопу, здоровье многих молодых людей оставляет желать лучшего. Врачи с сожалением констатируют, что призывники часто предпочитают занятию спортом вредные привычки. В целом заметно, что они ни в школе, нигде, ни спортом особо не занимались и каким-нибудь там трудом, потому что видно по мускулатуре, видно по болезням. Когда требуется более глобальное обследование, исследование, и тогда мы вручаем на руки акт, отправляем в лечучреждение республики, и более широкое такое уже в стационаре, изучив его здоровье, нам заполняют акт, и на основании этого акта мы уже принимаем решение здесь. Армия – это неотъемлемая часть жизни каждого мужчины. Именно на службе в вооруженных силах можно закалить характер, стать выносливым и дисциплинированным. Как отмечают военные комиссары, осенний призыв в армию проходит в штатном режиме. На сегодняшний день все идет по плану, никаких нарушений нету. После медосмотра будут по командам они распределены. Командиры, которые находятся здесь, забирают свои войсковые части. То есть сегодня у нас Министерство обороны организован учебный центр. В советское время карантин назывался он, который они обучатся строевому хождению и чуть-чуть спортом занимаются. Осенний призыв на действительную военную службу заканчивается 28 декабря, а срок службы молодых людей остается неизменным – 1,5 года и год для призывников, окончивших вузы. Солдатам предстоит нести службу в разных воинских частях в соответствии с уровнем образования и гражданской специальности. Аля Катрапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.